всем, кто просыпается и начинает свой день вместе с нами на телеканалах Якутия-24 и НВК Саха. Это программа «Утро Якутии». Мы его ведущие Руслан Ачиров и Полина Долинская. Сегодня это утро мы проведем вместе с вами и подарим вам, я думаю, большой заряд бодрости на весь предстоящий день. Ну, а расскажем вам сегодня следующее. Как чилиец-экстремал залетел прямо в жерло вулкана. Также спустимся вместе с ученым-мерзлотоведом прямо в подземную лабораторию. Сегодня у нас в гостях будут блогеры, тревел-блогеры, которые путешествуют по миру и приехали на фестиваль «Зима начинается с Якутии». Также у нас в гостях будет повар без желудка Никита Полуда, который создал сайт onkodieta.ru. Во время нашего эфира вы увидите, какие прекрасные поделки создают ленские мастерицы. Узнаем, какой необычный подарок сделал житель индийского городка своей супруге. Ну а в конце выпуска мы расскажем вам, какие планы строить на эти выходные. Если вы собрались в кино, мы вам покажем последнюю и свежую киноафишу. Ну а для самых наших активных и внимательных слушателей в это утро мы разыгрываем 2 билета в кино. Друзья, все, что для этого нужно, начинайте свой день вместе с нами. И отвечайте правильно на 2 вопроса. Вчера мы показывали сюжет о резиденции нашего Чисхана. И вопрос номер 1. Где именно находится резиденция? А также вопрос следующий. Недавно на территорию Якутии забрел очень редкий для нашего края зверь. Вот кто это был? Да, отправляйте свои правильные ответы, и самый первый правильный ответ у нас получит замечательный пригласительный на 2 персоны. Который вот мы разыграем как раз в финале нашего эфира. Да, и не забывайте наш WhatsApp номер 8 914 273 44 88. Ну и напоминаем нашу страницу в Инстаграме «Утро Якутии». Подписывайтесь, ставьте лайки, узнавайте анонсы будущих программ. Ну и, конечно же, рассказывайте нам, как проходят ваши будни, как проходят ваши выходные. Также по номеру WhatsApp вы можете поздравлять своих родных, близких, знакомых, коллег с какими-то важными событиями в их жизни. И ваши поздравления прозвучат в прямом эфире. Ну а если по какой-то причине у вас нет возможности смотреть нас прямо сейчас, всегда на нашем YouTube-канале вы можете посмотреть повторы як24.ру. Ну а начнем мы по традиции с рассказа о погоде. По данным Якутского гидрометеоцентра, в 6 часов утра в центральных районах температура воздуха составила 38-39 градусов. В заречной группе Улусов теплее сегодня в это утро в Чирапче – минус 34. Более холодно в Амге и в Хандыге – минус 40. В южных 23-24 со знаком минус, в Вилюйской группе Улусов 36-43, в Нижнеленских 35-42, в западных 33-26 градусов мороза. В Колымо-Индигирской группе Улусов заморозки пришли в Уснеру – минус 51 градус в это утро. Чуть теплее в Чукурдахе – минус 37. В Янских – минус 44, минус 48. На западе 34-43. В городе Якутске температура воздуха на 6 часов утра составила 36 градусов ниже 0. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-западный дует со скоростью 1 метр в секунду. В течение дня синоптики обещают нам слабый снегопад. Ветер северный подует с порывами от 2 до 5 метров в секунду. Днем минус 29, минус 31. Есть один такой чилийский экстремал, его зовут Себастьян Альварес. Я думаю, что он очень-очень долго изучал погодные условия, да и не только, прежде чем сделать тот поступок, который он совершил. А какой же поступок был? Да, он в костюме-крыле залетел в жерло вулкана и на скорости 180 км в час благополучно из него вылетел. Друзья, давайте посмотрим, как это было и что для этого делать нужно.
Вингсют-пилот и бывший летчик Себастьян Альварес стал первым человеком, который залетел в костюме-крыле в жерло действующего вулкана. Все происходило над огненной горой Вильяррика в Чили. Спортсмен прыгнул с вертолета, выполнил серию маневров, опустился в отверстие вулкана на глубину 10 метров, а затем вылетел из него на скорости 180 км в час. От экстремала требовалась филигранная точность. Диаметр кратера всего 200 метров. На подготовку у 36-летнего Альвареса ушел год. Пришлось изучить, как извергаются столбы пепла и дыма, разобраться, как в этом районе движутся потоки воздуха и проанализировать скорость ветра. Более того, потребовалось провести много математических вычислений и убедиться, что такой полет в принципе возможен. Он, наверное, не просто бывший летчик, он, наверное, еще спортсмен-экстремал, ну и в какой-то степени даже немного ученый, потому что, действительно нужно обладать какими-то широкими познаниями, природными знаниями вот этих природных явлений для того, чтобы на это решиться и еще так, можно сказать, сухим выйти из воды. Вот просто вылететь из жерла вулкана. Действительно. Но я думаю, что не менее подкованный человек нас ожидает в следующем сюжете. Это рубрика «Моя профессия». И мы познакомимся с молодым ученым-мерзлотоведом Яной Тихонравовой, которая расскажет, как начинается ее утро, какие опасности таит в себе ее профессия и за что она любит свою работу. Здравствуйте, меня зовут Тихонравова Яна Витальевна. Я кандидат геолого-минералогических наук, мерзлотовед или геокриолог. Мое утро начинается с зарядки, что, наверное, необычно. Я отжимаюсь, чуть-чуть растягиваюсь и иду готовить кофе и кашу. Иногда, если я пропускаю завтрак дома, я захожу куда-то в общественное место. До работы я добираюсь на общественном транспорте, это занимает, наверное, минут 40. В Якутск я переехала в 2019 году, когда поехала на защиту, приехала сразу с вещами. Вообще родом я из Москвы, жила в Красногорске, там ходила в школу. Училась я на геоэколога, преддипломную практику я проходила на земле Франца Иосифа, где и столкнулась с мерзлотоведением. Мы находимся на верхней галерее, здесь лаборатория общей геокриологии. Моя работа заключается в исследовании подземного льда. Делаем тонкие пластинки, выпиливаем на пиле и уже дальше подплавляем до совсем тонкого состояния. Я на самом деле очень мерзлявая. Белеют пальцы, то есть надо потом очень долго отогревать. Но в момент работы настолько абстрагируюсь, что иногда вот это как-то особо не замечаешь, ты как-то подогреваешься тем, что происходит. Занимаюсь палеореконструкцией. То есть своими исследованиями в дальнейшем можем сказать, как этот лед формировался, были ли какие-то сопутствующие процессы помимо основного процесса формирования. Практическая цель наших исследований, она скорее в прогнозе на будущее. Мой фаворит — это полигонально-жильный лед, как-то очень люблю я его. Так как полигонально-жильный лед в основном должен состоять из элементарных жилок, если я обнаружу какие-то крупные кристаллы льда или что-то такое, я могу говорить, что здесь, возможно, присутствовали еще какие-то дополнительные процессы. Моя работа мне скорее нравится красотой, которую я вижу в поляризованном свете. Это захватывает, это, наверное, то, что меня как-то влюбило. Ну и плюс я всегда гарантированно могу написать какую-то именно красивую статью в плане тех фотографий, которые прикладываю. Вот. Ну и особенно, когда вижу вот разноцветные картинки своего льда, потому что это очень красиво. Неожиданности бывают, когда ты предполагаешь, что здесь все просто, и ты увидишь вот определенную картинку, которую ты уже видел, а не тут-то было, и ты видишь абсолютно какие-то другие кристаллы,
естественно, ты все очень удивляешься и также радуешься, потому что это может быть чем-то, ну, это что-то новое и для тебя, ну, или для науки, если очень повезет. Я думаю, не стоит унывать школьникам, у кого не получается хорошо учиться. Я в школе была двоечницей и троечницей, и где-то в 9 классе начала задумываться о том, что как-то хватит это терпеть, надо что-то делать. В 11 уже пошла на курсы МГУшные по географии и отдельно поднимала русский язык. Подняла всю базу за 1 год и благополучно поступила в МГРИ. Я, наверное, себе не ставлю целью что-то открыть, это было бы приятно, но в целом мне просто нравится эта работа. Доброе утро всем, кто начинает свой день вместе с нами, и тем, кто только присоединился. Холод и вечная мерзлота манят в нашу республику не только ученых, но и туристов. На фестивале «Зима» начинается с Якутии. В этом году побывало очень много гостей из других регионов страны, а также всего мира. Сегодня у нас в студии travel-блогеры, основатели сайта улетим.ру Ирина и Антон Константиновы. Доброе утро! Доброе утро, здравствуйте. Доброе утро. Ну и традиционный, наверное, первый вопрос к всем нашим гостям. Как вам Якутия? Что удалось уже посмотреть? Что планируете еще увидеть? Не так холодно, как мы думали. То есть мы так утеплились, все так приехали уже прям. А оказалось, что тут и не так уж и холодно. Мне Всего сказали, минус 30. Всего минус 30, да. Мне, правда, я уже 2-й или 3-й день пытаюсь сделать эти знаменитые белые реснички, которые ассоциируются уже с Якутией, но у меня никак не получается. А очки, наверное, мешают. Ну, Снять надо очки. подождать где-то до 45. Надо просто посильнее Да, шарфом, мне уже сказали, да, что вот нужно так шарф замотаться. натянуть. Да, вот я уже сегодня планирую Просто натянуть уже От шарф. площади уже. Ленина до площади Орджоникидзе, пока вы дойдете, вам обеспечено. Уже те самые- точно, да? Да, Ну, всё. эта информация просто ежедневный мой ритуал, вот эти реснички. Так что я вам рекомендую Хорошо. лайфхаки наши местные. Ну, а какие самые необычные туры вообще в принципе были в вашей практике? И есть ли что-то подобное с нашей Якутией? Может быть, вы уже видели? Ну, на самом деле, на нашей практике мы делаем туры от Калининграда до Камчатки. И мы сейчас не утрируем, это примерно так. Вот, например, в Не Якутию... примерно, а точно. Точно так, да. Сюда мы приехали прямиком из Салихарда, так что там нам тоже местный Дед Температуру Мороз, показали. да, Ямал Ири тоже передал пожелания, и мы, можно сказать, сюда привезли, и тут уже с елкой эта история. То есть она так все закольцовывается, сейчас интересно получается. Ну, а интересных регионов, мне кажется, в России в каждом регионе совершенно можно найти какую-то свою фишку, какую-то свою интересную историю. Я сама родилась в Хакасии, вот, и еще несколько лет назад, когда все границы были открыты, и можно было уехать куда угодно, мы делали тур на мою малую родину. Ну, представьте, вот билеты в то время, например, стоили в Хакасию 30 тысяч рублей, ну, вам это знакомо, в принципе, да, по ценам в Якутию, да, можно было из Москвы улететь в любую точку мира, там, ну, за гораздо меньшие деньги, и, тем не менее, люди поехали. И потом были в полном восторге, и мне кажется, что это очень здорово, когда... Люди познают свою страну. Да. А уж познавать Якутию с ее размерами можно, мне кажется, вообще бесконечно, если особенно обзавестись тем транспортом, который это позволит сделать. А кто такие туры покупает? Ведь люди, которые привыкли к комфорту, вряд ли они захотят ехать, узнавать закоулки нашей Родины. Вот эти туры покупают как раз люди, которые очень много всего видели, они очень много где бывали и хотят именно вот таких вот интересных и необычных вещей. То есть им не интересен просто комфорт, приехать в хорошем отеле пожить или сходить на пляж. В хорошем отеле они Да, в у них командировках. это уже все было. Им хочется... Экстрим? Ну, это не совсем экстрим, это нельзя сказать каким-то там мега-экстримом, да, таким, но это, наверное, для Увидеть то, что не любознательных видели людей, другие. да. Вот, например, мы были вчера в вашем музее Мамонта, у вас, ну, просто прекрасные сотрудники там работают, это вот ты смотришь на них, у них глаза горят, и очень круто видно, что то, чем они занимаются, у них откликается, что они от души этим занимаются.
Ну, то есть и мы стояли вот 3 часа, слушали про животных, которых там 40 тысяч лет откопали назад, да, то есть и как бы и вот про это рассказывают. А вот у них такая шерсть была, вы знаете, а вот мы тут выяснили, что оказывается у них хобот другой был, у хобота были крылышки, и он вот так вот складывался, чтобы не замерзнуть. И ты это слушаешь и смотришь на человека, как он увлечен, ну, не знаю, это потрясающе просто. И в каждом регионе у нас есть в музеях вот такие люди, которые с таким энтузиазмом относятся к своей работе и с такими горящими глазами про нее рассказывают. И у нас был в этом году как раз в Красноярском крае случай, в Минусинске мы были, когда у нас группа вся села на пол, потому что гид, экскурсовод рассказывал 4-й час про то, как там... В 3 залах одного музея. Да, да, По факту. то есть, да, рассказывал про то, как там вот в Хакасии, там, во 2 веке, что здесь было, кто потом сюда пришел, а что вот здесь было, ну, то есть, не знаю, мне кажется, это потрясающе, это для увлеченных людей. Я думаю, за эти дни вы уже познакомились с нашей традиционной кухней. Ваши впечатления, что больше всего понравилось, запомнилось? Я не могу сказать, что мы узнали прям традиционную кухню, потому что мне кажется, что якутская кухня сейчас какое-то такое 2-е рождение, видимо, у нее или 3-е, не знаю, потому что вот то, что делают ваши рестораторы, это прям замечательно, потому что они из якутских продуктов готовят настолько вкусные вещи, которые, мне кажется, могли бы пользоваться спросом где угодно. Я Просто думаю, и пользуются, да. привезти не могут эти продукты никуда. Лично вы, Антон, что бы отметили? Здесь традиционная ваша жеребятина. Я не знаю, сколько... Она традиционная, Да, видимо, но мы да. с этим вообще впервые столкнулись, что, Вот как это бы есть свежее регионы или страны, где там конину, например, едят, но чтобы Мгм. жеребятину, это такой, я первый раз вообще, Да. да. Конечно же, рыба, которой у вас очень много. Ну и плюс дары природы, которые этому всему аккомпанируют. Вот. Это Ну, да. например, там, если Мгм. это чай, то с багульником, интересно, Мгм. например, да. Анна, а вы бы что бы отметили? Я вообще по жизни больше люблю рыбу, и поэтому такое многообразие рыбы здесь, это, конечно, очень классно, потому что это и белая рыба, и в таких разных Карася только не количествах. Да, то есть, попробовали. Еще не пробовали? индигирка, Ой, например, да, вы что, индигирка наше очень... коронное блюдо. Да, Да. очень, очень вкусная, да. то есть. Просто и вкусно. Мгм. Просто- Ну и классно, что, знаете, вот стоит отметить, что очень интересная подача в ресторанах. Мгм. Ну, то есть это классно, то есть как бы это... Высокий уровень. Не все уже. могут, например, понять национальную кухню. Она не для каждого, в принципе, может... Есть регионы, где очень интересно подают национальную кухню, и к ней нужно очень долго готовиться, или чтобы ее как-то понять и принять, в принципе. А здесь классно, что она адаптирована, что это все принесли, все оно такое вот интересное, то есть хочется это Красивая, изучать. с смотреть, да. зеленью, с помидорами, огурцами, еще с чем-то, с хорошей сервировкой красивой, а не просто, как это часто бывает, традиционная кухня — это долго вареное мясо. Очень или такой еще минимализм что-то. такой Вот конкретный, да. Суп, просто бульон жирный. Нет, якутская кухня не такая явно. По крайней мере, ту, что мы увидели и попробовали. За те 2 это дня, было, да. правда, очень вкусно. Да. Ну, можно сказать, наверное, что это якутская высокая кухня. Да. Ну, Есть Мы же тоже, надеемся. есть же, допустим, высокая кухня, там, например, итальянская, я вот могу ошибаться. ну, а, такая большая например, у тарелка, вас и которая вот аппетитно такие выглядит. десерты, как керчик. Да. Они же не относятся к какой-то высокой А вы кухне. пробовали наши мартышки? Мартышки? Да. Нет. Это Это он и десерт. есть. Это Кёрчах, Это это то, что в замороженный вафле? кёрчах, нет, замороженный кёрчах с добавлением какого-нибудь варенья того же, из брусники, ягод или с земляники нашей амгинской. Вот мы вам настоятельно рекомендуем. Ну, то есть это получается что-то наподобие мороженого, да, Да, уже такая история? Это замороженное. лучше. Это Вы лучше? получите, вы будете в таком восторге, что не сможете забыть. Хорошо, Подождите, спасибо. вы занимаетесь авторскими турами. Да. Вот в чем отличие ваших авторских туров, например, от других туроператоров? То есть какая-то фишка, например. Ну, туроператор вообще это компания, которая делает все потоковым методом. То есть, когда есть совершенно четкий маршрут, который продуман, который будет повторяться из раза в раз. Мы же стараемся делать туры, которые будут интересны каждый раз и нам, и нашим спутникам. И поэтому мы их все время меняем.
и ищем какие-то новые достопримечательности, куда приехать, новых людей, меняем гидов, чтобы они были там интереснее, еще что-то. То есть мы стараемся вообще не повторяться в наших путешествиях. Ну, собственно, фишка авторского тура, она непосредственно в авторе. Вот, и поэтому, поэтому этим они, может быть, и отличаются. То есть тут уже не секрет, что большинство людей, у нас есть люди, которые там в некоторых турах возвращаемость до 70-80%. То есть вот я прихожу в группе, у нас однажды случай был, мы приехали в Чечню, и уже заканчивается, у нас был тур такой Чечня, Ингушетия, Осетия, и уже в Осетии у нас завершающий ужин, мы сидим, делимся своими впечатлениями, сейчас нам уже улетать в аэропорт, и одна девушка говорит: Ирина, слушай, знаешь, раньше у вас такая классная традиция была, когда вначале вы все знакомились, и мы каждый рассказывал про себя. Я говорю: а что значит была, в принципе? Она говорит: ну, мы в этот раз не познакомились. И тут я понимаю, что просто я пришла, увидела группу, и я поняла, что я всех знаю. И такая: ну, я уже всех знаю из них, то есть, и все, Зачем у меня что знакомиться? Они все друг друга должны тоже знать. Да, и то есть, и все, и то есть я уже, ну, то есть это вот был такой момент, что из группы было, например, 100% людей, которые уже с нами ездили, и то есть и мне не нужно было, ну, то есть они ездили в разные туры, да, но получилось, что они все собрались, то есть я смотрю, и все. То есть они знакомы Да. с вами, но Да, не да, факт, ну, то есть, что друг с ну, другом. кто-то из них знает уже между собой друг друга, потому что у нас сейчас уже есть такая тенденция, что, например, люди съездили на лед Байкала, потом они этим же составом, познакомившись там, полностью всей группой бронируют там «Северное сияние». Они съездили на «Северное сияние», говорят: так, когда у вас Дагестан, все, мы с вами едем в Дагестан. И то есть получается, что они, познакомившись, уже, ну, просто Компании. компании уже вот этой, да, уже такой, просто да? бронируют следующее путешествие. Ну да, вот в этом как раз и отличие авторских туров, что люди еще едут на автора. Потому что им нравится подача, им нравится то, как Ну, сделано. да, здесь не только уже на автора, но на автора это само собой, это разумеющееся, да. Здесь другое есть отличие, что в авторских турах очень часто едут не на место конкретное, что вот мы хотим посмотреть вот это именно место, да, они еще едут на компанию людей. Ну, потому что у нас все равно как-то, ну, собирается по интересам, как бы люди это очень интересно, да, это люди, которые могут, не будут лежать там в номере, да, а они именно хотят пойти в музей, да, попытать там научного сотрудника, который там занимается непосредственно мамонтами. А на самом деле научный сотрудник вчера тоже получил очень много удовольствия. Говорит: я давно не видела людей, которым так были интересны мамонты. Типа: спасибо, ребята, пойду работать дальше. Кроме Такой- корейцев, видимо. Да, это такой симбиоз получается. Это тоже очень здорово. Ну, правильно я понимаю, что авторский тур — это когда автор также передвигается вместе с Да, группой. мы всегда ездим с нашей группой, да. Мгм. Да. А что касается фестиваля «Зима начинается с Якутии», может ли он стать отправной точкой как раз-таки еще одного направления ваших авторских туров? Вполне, как раз мы вчера сидели это обсуждали, потому что на мероприятии здесь есть, ну, как бы, ну, единственное, что нужно, как бы, есть наполнение, да, вот есть, например, гастрономическая часть, на которую реально можно сделать хороший акцент, потому что это интересная очень фишка. Там событийная история с зажиганием елки, это тоже классная, да. Ну, вот единственное, что сейчас, например, то есть, ну, логично было бы съездить на Ленские столбы, но пока еще нету дороги, да, и вот как бы эта история немножко выпадает, да. А вообще, как бы, это вполне себе. Но мы вот присматриваемся сейчас больше все-таки к лету, к июню, когда у вас будут последние выходные, ваш Новый год традиционный. И, ну, мне все сказали, что вот там-то вообще, вот там-то. Этот Новый год, Да, не тот Новый год. да, сколько Это все- такой Новый год. Да, сколько всего можно посмотреть, как бы, ну и минус 30 уже не будет, правильно, в июне? Вот даже плюс В июне. 30. Вы что? Вот, я и говорю, так что, в принципе, Может, видите, даже уже и снег где-то Сколько? зайдет. в Местами, июне да, одни да. сплошные плюсы Да, приезжайте на получаются, да. плюс 40. Да. Большое спасибо, что вы нашли время прийти к нам в студию и поделиться такими интересными историями. И ждем вас обязательно летом. Ну и думаю, вы также придете к нам на нашу программу. Спасибо, и любите свой регион, и путешествуйте по нему, узнавайте его сами. Спасибо. Удачи. Доброе утро. Ну, Ну, а мы двигаемся далее. Да, я думаю, что вообще 1 декабря можно уже официально внести в календарь праздников как начало зимы, причем с обязательным указанием, что зима начинается с Якутии. Но раз зима у нас официально началась, то мы узнаем, какие еще даты и события у нас на календаре в день 2 декабря. На календаре 2 декабря. Сегодня отмечают День банковского работника России, День 2D-художника, Международный день за отмену рабства, День дворняги, День фортуны, День оладьев.
По народному календарю этот праздник посвящен памяти святого пророка Авдея. Его считали покровителем домашнего очага и благополучия. В старину люди в этот день проводили обряды для защиты дома от нечистой силы. Для этого обухом топора постукивали по косякам дверей и оконным рамам. Часто в этот праздник бушевала ветреная погода. Люди считали, что это резвятся злые духи, поэтому они оставались дома и устраивали чаепития. Если в этот день наметало огромные сугробы, то в следующем году ждали богатый урожай. События в этот день. В 1805 году произошло поражение российских и австрийских войск в Аустерлицком сражении от армии Наполеона. В этот день в Санкт-Петербурге после реставрации открыт Аничков мост. Советская автоматическая межпланетная станция Марс-3 впервые в мире совершила мягкую посадку на поверхности Марса. Состоялся старт космического корабля «Союз ТМ-11» с международным экипажем, в состав которого вошли Виктор Афанасьев, Муса Манаров, Тоехиро Акияма. В этот день родились Генрих Зибель, немецкий историк и политический деятель; Иван Баграмян, советский военачальник, маршал и дважды Герой Советского Союза; Мария Каллас, греческая и американская оперная певица; Джанни Версаче, итальянский модельер. Именины сегодня отмечают Ян, Яков, Федор, Тимофей, Теодор, Сергей, Семен, Петр, Михаил, Леонид, Константин, Иларион, Игнат, Иван, Дмитрий, Денис, Григорий, Геннадий, Вениамин, Валентин, Александр, Адриан, Авдей. Универсальные производственные здания для резидентов ТОР Якутия ведут в эксплуатацию уже в декабре. В них могут разместить 15 предприятий. Созданы все условия, то есть подключен интернет, оборудованы кабинеты, работает современная система вентиляции, бесперебойное электроснабжение. Ну а подробнее об этом и других новостях расскажет нам новостной обозреватель Кристина Якупова. Доброе утро, коллеги! Доброе утро, Якутия! Универсальные производственные здания для резидентов ТОР Якутия введут в эксплуатацию в декабре. В них смогут разместить 15 предприятий. Созданы все условия, подключили интернет, оборудовали кабинеты, работает современная система вентиляции, бесперебойное электроснабжение. Резидентам территории опережающего развития помещения предоставляют в аренду по сниженной ставке. Бизнес-инкубатор позволит предпринимателям запустить работу, набрать штат сотрудников и развивать производство. А после того, как компания окрепнет, появится возможность построить собственное здание и расширить производство. Такая мера поддержки понравилась представителям малого и среднего бизнеса. Моя компания планирует построить большое производственное помещение на территории опережающего развития. Аренда производственного помещения в УПЗ позволит нам ускоренно набрать коллектив, который уже обучен, создать рабочие места и начать производственную деятельность. В Якутии продлено действие мер по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции до 15 января 2022 года включительно. Напомним, на территории республики введена и продолжает действовать система допуска по QR-кодам вакцинированного или переболевшего, а также по медицинской справке о наличии медицинских противопоказаний с отрицательным ПЦР-тестом в местах массового скопления людей. Также в республике продолжает действовать режим самоизоляции по месту проживания для граждан старше 60 лет, не прошедших полный курс иммунизации против COVID-19 и лиц, имеющих хронические заболевания и состояние иммуносупрессии. Поставку 20 тонн жидкого кислорода ожидают в республике в ближайшее время. Об этом сообщила замминистра здравоохранения Якутии Любовь Бурнашова на совещании оперштаба. Сейчас имеется запас 190 баллонов газообразного кислорода в резерве, из них 22 баллона за 2 последних дня отгружено в Усть-Майский район. Запасов достаточно. Замминистра добавила, что накануне в регион поступила партия вакцины «Спутник Лайт» в количестве 6000 доз.
В Якутске стартовал республиканский бал кукол «Снежной долины». Мероприятие проводит 5-й год в рамках фестиваля «Зима начинается с Якутии». Более 200 авторских кукол представлены в Центре народного прикладного искусства «Семех». Мастера со всей республики выставили куклы, сделанные в различной технике и из самых разнообразных материалов, к примеру, из глины, папье-маше, пластика и резины. В программе мероприятия мастер-классы и благотворительные акции. Знакомиться с выставкой можно до середины января. Ассортимент авторских кукол планируют дополнить. В моей кукле отображено период 17 века. Но вот эта одежда является нашей старинной внутренней одеждой. Ее называли хаттыктангастар, потому что в древности всегда было холодно, поэтому обязательно была внутренняя одежда. Оно из археологических раскопков, нарисованные художником Михаилом Носовым тоже было. И, конечно же, девушка всегда, хоть одевала шерстяную одежду, шерсти, да, она всегда ее украшала бисером, своими народными орнаментами. И всегда была красива не только внешне, но и внутренней одежде тоже. Вот это я хотела показать, что красота внутренняя и внешняя всегда отображается. Доброе утро всем тем, кто к нам присоединился. В эфире передача «Утро Якутии». И пусть наступившее утро будет для вас по-настоящему добрым и милосердным. Но в нашей постоянной и любимой вами рубрике мы расскажем о двух замечательных сестрах – Маргарита и Ксения. Девочки очень добрые, отзывчивые и хотят найти свою семью. Знакомьтесь, сестры Маргарита и Ксения. Ксюше 7 лет. Девочка спокойная, послушная, очень любит заниматься на занятиях. Внимательно слушает и старается самостоятельно выполнять задания. Очень трудолюбивая, никогда не оказывает помощи, всегда любит дежурить. Я люблю лепить, помогать, накрывать, полы мыть, пылесосить, пыль вытирать. Я хочу стать доктором. Доктором? А детским доктором или взрослым? Взрослым. Ксения – девочка очень аккуратная. Позанимавшись, она всегда все убирает самостоятельно, оставляя в чистоте и порядке свое место. Сестры любят заниматься на виртуальной доске, учат алфавит, складывая буквы в слова. 9-летняя Маргарита сама и с большим удовольствием делает уроки. Маргарита у нас очень счастливая девочка, активная, любит рисовать, читать очень сильно любит. Что еще она? В общении с детьми очень вежливая, активная, ко взрослым тоже тянется. В целом хозяйка, помогает взрослым, трудится хорошо. Да, Рита? Рита, тебе 9 лет, а ты думала, когда станешь большой, кем ты будешь? Швеей. Ты будешь швеей? Да. А что бы ты хотела шить? Платье. Мы очень надеемся, что Маргарита и Ксения обретут семью. Но мы также надеемся, что девочки все-таки найдут свою семью, встретят в этой жизни хороших людей. Ну и, конечно же, их мечты и планы на взрослую жизнь реализуются. Ну а в Ленске пенсионеров и тех, кто хочет научиться шить и заниматься рукоделием, учат в Центре дополнительного образования. О том, какую красоту создают для себя и своих близких посетителей центра, расскажет Анна Кожевникова. Вся эта красота с колоритными якутскими орнаментами и украшениями не фабричного производства, сделана своими руками мастерицами Центра дополнительного образования СРГ.
Именно здесь собрались искусные рукодельницы, умеющие из ткани и бисера творить не просто нарядную одежду, а эксклюзивные шедевры в якутском стиле. Творческое объединение «Шьем сами» под руководством Лиры Ефремовой работает второй год. Но многие женщины – выходцы Национального театра моды КРКО, где вышивали для моделей костюмы с невероятно сложными узорами. Теперь пользуются приобретенными навыками в новом направлении. Мы сами пенсионеры, бабушки, своим внукам, внучкам это шьем. Помогаем это девушкам, костюмы шить. Кореко тоже помогаем. Якутское пальто шили. Сейчас это и выступали, это вот, на сцене это вот показывали. Несмотря на такое сложное время, мы 2 раза в неделю приходим сюда. Занимаемся для души, для себя. Потому что дома как бы так не получается, как здесь. А здесь мне нравится в том плане, что много чего познаешь. Потому что якутское это шитье, они очень много нюансов, которых я вообще никогда не слышала и не видела. В прошлом году итогом обучения стала масштабная работа пошив пальто в якутском стиле со всей необходимой атрибутикой. Работаю 2-й год только. 2-й год работаем, так, посещаемость хорошая, но я думаю, это актуальный кружок, да, в наше время сейчас актуально все шить самим, да, вот самим шить. Они показывали моду, в прошлом году шили 11 женщин, это уже глобальная работа, да, и расходно, как бы, да, финансово, но они это шили, усидчиво все работали, и все закончили костюм, все есть, и шапка, и атрибут, и вышивка, все есть. Подобное направление в этом году открыли в Биченче. Там женщины также принялись за пошив пальто. И этим летом я ездила в Якут и все ткани выкупала даже им. И привезла на такси сама. 100 метров ткани привезла им в Биченче. И вот они шьют там тоже. Там я работаю по субботам. 1 день это мало вообще. И работаем онлайн. У многих мастериц в Центре доп. Образования СРГ занимаются внуки. Кто-то именно благодаря им пришел в творческое объединение «Шьем сами» и попробовал себя в качестве швеи. Старший внук Хамуси игра, а младшая Кореко танцевала и еще разные мероприятия ходила. Потом мне сказали, что надо помочь шить костюм для внучки. Я с радостью согласилась. И вот скоро праздники, поэтому мы решили вот эту костюм шить. Костюм северяночка, вот верхняя, и вот еще фартук там шьют. С большой благодарностью Лире Александровне, что я научилась шить внукам своим. Конечно, у каждой женщины есть навыки шитья, ведь по исторически сложившейся традиции именно слабая половина человечества всегда создавала уют, красоту в доме, а в давние времена шили и чинили одежду самостоятельно. Но даже живя среди народов Саха, сегодня мало кто знаком с особенностью культуры. А здесь можно получить специфические знания. Не только вышивают бисером, но и осваивают различные швы на машинке. В Центре дополнительного образования СРГ можно получить все необходимые навыки шитья, причем совершенно бесплатно. Впереди у мастериц новые работы. Сейчас они готовят новогодние костюмы для внучек. Но к концу года сошьют наряды и для себя, в которых будут дефилировать на сцене, в очередной раз удивляя зрителей яркими, неповторимыми образами. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. О следующем госте нашей студии мы уже рассказывали накануне. Это Никита Полуда, повар без желудка. Если вы еще о нем не знаете, то поясним. Он долгое время работал звукооператором на Первом канале. Но судьба так распорядилась, что после операции по удалению желудка Никита создал сайт, чтобы показать людям, что даже с таким диагнозом, как онкология, можно питаться правильно и вкусно. Для тысяч онкопациентов этот сайт стал не только помощью в питании, но и психологической поддержкой, которая так необходима многим. В Якутск он прибыл буквально пару дней назад и уже успел многое увидеть, узнать, познакомиться с якутянами. Какие впечатления у него от нашей республики, о его проекте, мы поговорим прямо сейчас. Если у вас есть к нему вопросы, то вы также можете через наш WhatsApp номер задать их нашему гостю, и мы их обязательно ему передадим. Доброе утро. Доброе утро. Давайте еще раз расскажем нашим телезрителям, и поясним, что вообще такое проект «Онкодиета»,
Для кого он основан? Какие его цели и принципы? Ну, проект «Онкодиета» — это, скажем так, и Facebook, и Instagram, и сайт — все в одном флаконе. То есть я не делаю какой-то сильный упор на какие-то разные группы. То есть я считаю, что чем больше проект в соцсетях и сам сайт, вот проект вот так вот. Звучит каламбурно, сказал. Ну, а под собой подразумевает именно что? Вы рассказываете Помощь свою онкопациентам, историю, да. делитесь рецептами или консультируете людей, или привлекаете экспертов вам в поддержку, в помощь? Здесь первоначально это была задумана идея, что именно делиться рецептами. Вот. Но когда я понял, что больше вопросов стало не только по рецептам, но вообще, как химиотерапию переносить. Но опять же, я основываюсь к питанию все это привожу. Вот. И получилось так, что и вопросы по химиотерапии у меня на сайте есть, по питанию, по каким-то жизненным лайфхакам. Вот в группе как раз в Фейсбуке люди делятся именно вот этими жизненными переживаниями. Это уже группа взаимопомощи, получается, да, даже психологическая. Потому что пациентам и вообще людям, любым, даже неважно, больной или здоровый, ему важно пообщаться. А пообщаться среди единомышленников. То есть одна тема, когда объединяет, людям проще общаться. И вот как раз вот группы в Facebook, например, и в Instagram для этого и созданы были, чтобы люди друг друга общались. И, например, кто-то узнал о каком-то новом методе лечения и рассказал другим. Ну, и люди прочитали и начинают вдохновляться, что не все потеряно, что можно дальше жить, там, и смотреть, что вот сейчас что-нибудь еще изобретут, что-нибудь еще будет. Ну, вот так примерно. Никита, ну я знаю, что вы, когда проводите в регионах мастер-классы, используете как бы продукты, да, местные, то есть с привязкой к местности. Вы побывали уже, может быть, на рынке в городе Якутске, что для себя выбрали, можете вот об этом рассказать? Ну, просто первое, что приходит в голову, это оленина. Потому что оленина — это диетическое мясо. Вот, и я буду сегодня делать на мастер-классе ежики из оленины. Ну, вы даете советы именно уже людям, как питаться в этой ситуации, то есть уже с таким диагнозом, или же оленина, которая есть в нашем регионе, она может дать какую-то профилактику? Ну, профилактика рака — это тема, скажем так, даже не знаю, как это правильно сказать. Ну, могу сказать, что ни один продукт не лечит рак, так скажем. А придерживаться, конечно, рекомендаций по правильному питанию нужно обязательно. То есть не есть жирного сильно, жареного сильно, соленого, острого, перченого. То есть придерживаться ЗОЖ, в принципе. И вот даже вот мои подопечные, как и я сам, скажем, рак желудка, то есть у меня здоровый образ жизни, здоровое питание. То есть ограничений по еде после года, после операции никаких. То есть люди очень часто боятся, что все, пожизненно буду есть слизистые супы, там всякие кашки, малашки. Нет, можно есть все. Ну, это замечательно. Друзья, мы напоминаем, что у нас в студии гость сегодняшнего нашей программы Никита Полуда, разработавший уникальную диету для онкобольных. Прямо сейчас мы прервемся на некоторое время. После рекламы мы вернемся на телеэкраны, продолжим наш разговор. Ну и, конечно же, друзья, задавайте вопросы по номеру WhatsApp. Доброе утро, друзья. Напоминаю, что у нас в гостях Никита Полуда. Это повар без желудка, человек, который создал сайт onkodieta.ru. И мы продолжаем с ним наше общение. Ну и мы предложили нашим телезрителям задавать вопросы, что касается питания в это непростое для них время. И вот есть вопрос. Доброе утро. У меня вопрос к Никите. У меня подруга перенесла операцию молочных желез, и ей предстоит лучевая терапия, затем химиотерапия и таргетная терапия. Какой диеты ей стоит придерживаться в таком случае, так как одна химиотерапия – это в принципе тяжело, а тут еще и несколько видов. Заранее благодарю. Вера. Ну, скажем так,
как я часто говорю, что диет не существует, а есть понятие правильного питания, рациона питания, в данном случае щадящего рациона питания. Как и, в принципе, любому человеку, надо понимать, что химиотерапия и таргетная терапия, как и лучевая, это большая нагрузка на организм. И нужно понять, что организму нужно больше ресурсов для восстановления. А если мы будем есть тяжелую пищу, жирную пищу, то организм будет свои ресурсы тратить на переваривание этой тяжелой пищи, и надо ему помочь. Значит, надо есть легкую пищу. Но при этом, чтобы были силы для того, чтобы организм продолжал обязательно, бороться. чтобы был баланс калорий, белков, жиров, углеводов, чтобы не ударяться в какую-то крайность. Вот. И медицинские белковые коктейли. Что категорически запрещается? Наверняка есть такой ряд продуктов. Ну, наверное, острые, индийскую пищу. KFC, бургеры, там и все. Ну, конечно, фастфуд – это не здоровая пища. Это само собой, как, например, картофель фри. То есть, надо понимать, если в домашнем условии картофель фри, ну, не особо полезно. А в условиях фастфуда, там же когда меняли масло, мы не знаем. То есть там канцероген, прямо на канцерогене. Мне кажется, они там двигаются, шевелятся. Вот подруги Веры, когда сейчас она переживает такой непростой этап именно лечения, что вы можете порекомендовать, где, может быть, зайти на сайт, в каком разделе, где ей лучше посмотреть, чтобы как раз-таки получить более обширную и полную информацию? Или напрямую можно с вами связаться? Не, можно напрямую со мной связаться. Телефоны есть, WhatsApp, в Инстаграме, в шапке профиля. В принципе, не проблема. Можно через Facebook в личное сообщение. На сайте можно посмотреть, есть раздел питания при химиотерапии. А если пригласить ее или кого-нибудь из людей, которые ей помогают и ухаживают за ней, на мастер-класс ваш, который сегодня пройдет? И что там будет? Но сегодня я буду готовить на пару, в пароварке. Секрет какой я не расскажу пока, что там, чтобы было интереснее. Вот. Но так, в принципе, я буду готовить из продуктов, которые я купил вот на рынке как раз, и в ближайшем магазине. То есть у меня как раз одна из вещей моих мастер-классов, чтобы не искать лобстеров, не искать там каких-то изысков, деликатесов. Вот пойти в магазин, который вот прямо вот рядом с гостиницей, и купить вот те продукты, которые доступны всем. И еще просто я стараюсь делать довольно бюджетные блюда и рецепты, потому что понимаю, что по пенсии по инвалидности, которые практически все люди без желудка, ну и просто при онкологии, у них не хватает средств купить дорогих продуктов. Поэтому я стараюсь вот сегмент самых дешевых продуктов, то есть, ну, качественных, естественно. То есть не самых там вот совсем дешевых, а качественных продуктов. Никита, скажите, а где будет проходить мастер-класс сегодня и во сколько? Ой, вы знаете, я с городом-то еще не знаком. Вот так прям сказать, что вот, я знаю, что это будет в ресторане. Как он называется? Вот вы поймали меня. Я вот... Тагандархан, по-моему. В Тагандархане. Да, вот точно. Это на улице будет, Оржакова. да, основано общественным движением «Антирак». Вот, и благодаря, вот, кстати, Капитолине Алексеевой я и приехал к вам, то есть, по приглашению. То есть вот им большое спасибо. Я давно мечтал вообще в Якутск попасть. И во сколько? Во сколько? В 14:00. Ресторан Тагандархан, Да. 14:00, мастер-класс Никиты Полуда. Ну, мы вам желаем успехов и в дальнейшем продвижении вашего проекта. Ну и, конечно же, здоровья вам, людям, которые к вам обращаются. И мы надеемся, что в скором времени мы встретимся с вами еще раз. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Ну а сейчас подошло время для новостей. Мы передаем им слово. Размер материнского капитала с 1 февраля дополнительно проиндексируют с учетом реальной инфляции. Законопроект об этом прошел второе чтение в Государственной Думе. Ранее о необходимости пересчета размера материнского капитала и социальных пособий заявлял Владимир Путин. Он отметил, что индексация мат-капитала необходима не по прогнозной, а по фактической инфляции. Согласно поправкам, перерасчет будет 1 февраля, исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год в
соответствии с коэффициентом индексации, определяемым правительством Российской Федерации. В таком же порядке осуществляется пересмотр размера оставшейся части суммы средств материнского капитала. Звезда шоу «Comedy Woman», родом из Мирного Надежда Ангарская, и 13-летняя воспитанница якутской танцевальной студии «Завод» Вероника Курчатова приняли участие в телепроекте «Вундеркинды». В 7-м выпуске программы якутская актриса проверила свою интуицию вместе с исполнителем главной роли сериала «Счастливы вместе» Виктором Логиновым. Она угадывала, какими талантами обладают 10 детей. Первым героем испытания Надежда Ангарская выбрала якутянку Веронику Курчатову и верно определила талант юной танцовщицы. В свою очередь Вероника сыграла на хамусе, станцевала на сцене, также научила актрису и ведущего программы движениям в стиле хип-хоп. Уруайхал, Якутии, большой привет, обратилась актриса к юной землячке. В Якутске стартовал первый республиканский кинофестиваль короткометражных фильмов «Республика кино». Всего на участие в конкурсной программе фестиваля направлено 110 заявок, из них отобрали 16 лучших фильмов. Сам фестиваль завершится 4 декабря, тогда станут известны имя лучшего режиссера и название лучшего фильма. Оценивают работу участников, помимо местных мастеров якутского кинопроизводства, приглашенные эксперты из Москвы, Кыргызстана и Казахстана. Идея фестиваля короткометражного кино существует давно, потому что она работает на главную цель, да, то есть это поиск новых имен. Вот. И в этом году он получился достаточно такой масштабный. Наступил последний месяц уходящего года. В декабре дни короткие, ночи длинные и темные. 21 декабря в северном полушарии Земли наступает зимнее солнцестояние. Продолжительность дня составит всего 7 часов. Декабрь считается одним из холодных месяцев. Как отмечает народный синоптик Тускул, в этом году декабрь будет намного теплее, чем в предыдущем. 60-градусные морозные дни наступят после 20-х чисел в Аймиконе, Татинском, Чурапчинском районах. Однако в начале Нового года с приближением циклона температура воздуха чуть повысится. В северных районах погода также будет мягкой. Тем не менее, жители Верхояни ожидают кратковременные морозы. В этом году после третьей декады у нас холода будет в Аймиконском лусе, Татинском лусе и Чурапчинском лусе. Там будет где-то 60, 55, 58 градусов будет. Потом где-то ближе к Новому году у нас будет большой циклон. Циклон появится, это ежегодно бывает. Это где-то числа 27-28 потепление пойдет. Это будет до 7-го до Рождества. Поэтому такие уж холодные дни у нас будут только в начале 3-й декады. А остальные улусы, это в основном вот у нас западные улусы, это Рёкминские, там где-то среднее 20-30 градусов всего мороза будет. И в Илюшскую группу улусов тоже такие уж холодные погода не будет. Там всего 30 и 40 градусов будет. У меня на этом все. Коллеги, передаю вам слово. Большое спасибо, Кристина. Ну, а мы, друзья, хотели бы в это утро наполнить вас позитивом и показывать только самое яркое и красивое. Наш сегодняшний эфир мы хотим завершить кадрами северного сияния. У нас в Якутии северное сияние – это обычное явление, а вот для жителей Мурманской области на днях, которые смогли запечатлеть на видео это природное явление, они его видят впервые. И не перестаешь удивляться, насколько удивительна наша северная природа. Небо в районе озера Камент-Явор, которое расположено в Мурманской области, озарилось ярким северным сиянием. На кадрах видны причудливые изгибы света, уходящие за горизонт, или закручивающиеся в головокружительные спирали. В объектив камеры также попали несколько метеоров, оставивших яркий след на ночном небе.
очень красиво. Ну и, друзья, давайте подводить приятные итоги. В это утро мы разыгрывали 2 билета в кинотеатр «Азия». И для самых внимательных мы задавали 2 вопроса. Вопрос первый был. Он был посвящен тому, как мы вчера показывали сюжет про резиденцию хранителя холода Чингисхана. И первый вопрос звучал: где находится его резиденция? Второй вопрос звучал следующим образом. Недавно на территорию нашей республики забрело очень необычное для нашего края животное. Кто это был? Ну и давайте, друзья, подводить итоги, кто был самый внимательный и кто был самый первый. У нас было очень много ответов, которые пришли к нам на наш WhatsApp номер, но самый правильный и самый первый был ответ от абонента с последними цифрами 1021. Мы обязательно свяжемся после эфира. Ну а ответ звучал следующим образом. Резиденция Чингисхан находится в селе Тамтор Аймеконского улуса и забрел в уссурийский тигр. Это абсолютно правильный ответ. Билет у нас действует до 29 декабря 2021 года. Билет на 2 персоны. И, конечно, мы еще раз поздравляем победителя или победительницу. Ну и, конечно, свяжемся с ней после эфира. Ну и, друзья, мы желаем вам отличного настроения на этот день. Не расстраивайтесь, если вы не выиграли. Будут еще много интересных конкурсов и много разных розыгрышей. Ну и самое главное, начинайте этот день с улыбки и начинайте его вместе с программой «Утро Якутии». Желаем вам отличного настроения. Увидимся с вами завтра. До новых встреч. Пока.